Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении оперативного сотрудника полиции по факту вымогательства взятки у предпринимателя. Об этом сообщает Следком по республике. По материалам проверки управления ФСБ выявлено, что 30 апреля этого года оперуполномоченный при проверке павильонов одного из торговых центров в Якутске изъял у предпринимателя образцы реализуемых товаров с признаками контрафакта. В тот же день в здании полиции он потребовал у бизнесмена взятку в 300 тысяч рублей, обещая прекратить начатую проверку. Уже 3 мая предприниматель согласился с требованиями полицейского и передал ему деньги. Сотрудник полиции задержан, сейчас проводится расследование. В связи с признанием вины и тем фактом, что обвиняемый сотрудничает со следствием, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему предъявлено обвинение. Жительница Нерюнгри обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. По материалам проверки прокуратуры региона в ее отношении возбуждено уголовное дело. Установлено, что жительница города Нерюнгри поставила на учет в своем доме иностранного гражданина. При этом постановка на учет произведена без намерения предоставить ему жилье, то есть фиктивно. Гражданин по месту регистрации фактически не пребывал, а проживал по другому адресу. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование. 17-летний житель города Ленска подозревается в умышленном повреждении автомобиля. По информации регионального МВД, молодой человек повредил лобовое стекло машины другого местного жителя. Оказалось, что он состоит на учете в ПДН. Установлено, что в 5 часов утра подозреваемый находился дома со своей девушкой. Затем между ними произошла ссора, после чего девушка вызвала такси, села в машину и заблокировала двери. Молодой человек не хотел, чтобы она уехала, и попросил таксиста открыть дверь, на что тот отказал. Затем подозреваемый разозлился и стал бить по стеклам, после чего пошел обратно домой. В его отношении возбуждено уголовное дело. В Махачкале ликвидирован крупный пожар в резервуаре на нефтебазе. По сообщению регионального МЧС, загорелся резервуар с мазутом общим объемом 5000 тонн. В 15:00 возгорание было локализовано, а в 16:22 пожар был полностью ликвидирован. По информации ведомства, в тушении были задействованы 77 человек и 22 единицы техники. Также сообщается, что разлива нефтепродуктов не произошло. Уровень концентрации вредных веществ также не превышает установленную норму. Пилот французских ВВС обратился в прокуратуру по поводу пережитого им во время ритуала посвящения новичка. Об этом рассказал его адвокат, который также предоставил видео и фотографии, связанные с жалобой его клиента. Подробности в следующем материале, рассказывает Татьяна Гамозова. Французский военный пилот просит возбудить уголовное дело из-за дедовщины. Как рассказал Рейтер, адвокат Фредерик Берна, в марте 2019 года, вскоре после прибытия на французскую авиабазу на Корсике, сослуживцы привязали его подзащитного к столбу, надели на голову мешок, а затем мимо него несколько раз пролетел истребитель. При этом привязанный, как он говорит, слышал звуки стрельбы боевыми зарядами. Какое-то время пилот, который просил не называть его имени, молчал, но теперь он решил привлечь к уголовной ответственности тех, кто устроил ему такой ритуал посвящения. Представитель французских ВВС, полковник Стефан Спет, комментируя инцидент, заявил, что видео и фотографии вводят в заблуждение. Привязанный пилот, по его словам, не подвергался опасности, поскольку выстрелы, которые он слышал, происходили на учениях на расстоянии не менее километра от него. Берна с этим не согласен. Насколько нам известно, осколки 30-миллиметровых снарядов могут разлетаться на несколько сотен метров. Я слышал даже про 1,5 километра. Так что его могло задеть осколком, могло ранить в руку или ногу, его вообще могли убить. Тем более, что всегда есть вероятность ошибки. Люди, которые так себя ведут, не могут быть испытанными в боях профессионалами. Полковник Спец сообщил также, что внутреннее расследование по поводу инцидента уже проведено, и виновные были наказаны, вплоть до запрета покидать казарму. По словам адвоката, его клиент сообщил об инциденте командиру в прошлом году. Но руководство отреагировало, по мнению пилота, неадекватно, после чего он и решил обратиться в прокуратуру. ВВС заявили также, что готовы сотрудничать со следствием и осуждают любые действия, которые могут навредить военнослужащим физически или психологически. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.